В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Шаг в сторону бесплатного медицинского обслуживания. Готов к подписанию проект межведомственного соглашения между Минздравами России и Абхазии. Дебоширы в общественном транспорте. Как им противостоять? Актуальный репортаж программы. Проект двустороннего межведомственного соглашения между Министерствами здравоохранения России и Абхазии готов к подписанию. Определены страховые компании, готовы участвовать в обязательном медицинском страховании граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Осталось обсудить рабочие моменты. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Анзор Гоов на встрече с премьер-министром Бесланом Барцыц, в которой приняли участие представители Минздрава России. Репортаж Ренаты Шакая. В феврале на заседании Российско-Абхазской межправкомиссии будет обсуждаться проект строительства в Абхазии кардиологического центра. Средства на него предусмотрены в инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы. Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, будут получать бесплатную медицинскую помощь в России, в том числе и высокотехнологическую, при наличии страховки. Механизмы действия этого соглашения также будут обсуждаться на встрече в феврале. Как отметил премьер-министр Беслан Барцыц, в здравоохранении Абхазии сложилась непростая ситуация, вследствие чего многие наши граждане вынуждены выезжать на лечение за пределы страны. И с введением страхового покрытия решится эта очень серьезная проблема. На последней межправкомиссии, которая проходила здесь, в городе Сухум, тогда Александр Геннадьевич давал вам соответствующее поручение, чтобы уже в первом квартале мы это закрепили решением на протоколе МПК, что в первом квартале текущего года мы вышли на подписание соглашения для того, чтобы начать реализацию этого важного для нашей республики, очень важного проекта по страховому покрытию. Вы знаете ситуацию в нашем здравоохранении. По многим видам помощи мы вынуждены отправлять наших граждан на территорию Российской Федерации. Часть наших расходов, львиная доля резерва и президента, и правительства уходит на это. Введением этого страхового покрытия мы очень серьезную проблему вместе с вами решаем, за что мы вам очень благодарны всем коллегам и партнерам. Этот вопрос стоит на повестке не первый год. Вот сейчас мы смогли выйти на этот уровень, на подписание соглашения, которое нам открывает возможности доступа к тем финансовым средствам, которые зарезервированы в бюджете Российской Федерации на 2017 год. Это более 1 миллиарда рублей. Это очень существенная сумма. И для российского бюджета, и для нас тем более. В свою очередь, помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин отметил, что в медицинских учреждениях Абхазии есть современное оборудование, которое было приобретено в рамках инвестпрограммы. Увидели, что по сравнению с предыдущими годами лечебные учреждения получили современное медицинское оборудование в рамках инвестпрограммы. Оно работает. Мы увидели, как работают наши коллеги в операционных, республиканской больнице. Посмотрели Гудаутскую больницу, она тоже хорошо оснащена. В рамках подписания соглашения о медицинском страховании проект соглашения готов. Он согласован с нашими абхазскими коллегами, с Минздравом Республики Абхазия. Подытоживая встречу, ее участники отметили, что проект двухстороннего межведомственного соглашения между Министерствами здравоохранения России и Абхазии в установленные сроки будет подписан. И уже на следующем заседании межправкомиссии будет представлена вся информация о выполненной работе. Рената Шакая, Беслан Джинджулия, Абхазское телевидение. После встречи с премьер-министром состоялся брифинг ее участников, на котором речь шла о предстоящем подписании соглашения по обязательному медицинскому страхованию граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Обговаривались как механизм получения медицинского полиса, так и механизм оказания медицинской помощи этим гражданам на территории Российской Федерации. Результаты этого рабочего совещания были доложены руководству Республики Абхазия, председателя правительства Барцыц Беслану Константиновичу. Вот сегодня мы у него были, доложили. И мы предполагаем, что в течение первого квартала это соглашение будет подписано. Вот, собственно говоря, об этом шла речь на совещании, на котором участвовали представители фонда ОМС. Также проговорились вопросы о льготном лекарственном обеспечении граждан Российской Федерации, которые проживают на территории Республики Абхазия. Эти вопросы также проговаривались с вашим вице-премьером.
Краснодарский территориальный фонд будет курировать вопросы обеспечения полисами граждан Российской Федерации, как уже было сказано, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Выдача полисов пока обговорено будет производиться, начинаем осуществлять в 3 помещениях, которые предоставит администрация Республики Абхазия. Выдаваться они будут в рамках уже соглашения с страховыми компаниями, работающими в сфере УМС на территории Краснодарского края. Все граждане постепенно или поступательно, как правильно будет сказать, всем будет обеспечена выдача полисов. И уже озвучили коллеги, сказали, что действовать он будет на территории всех субъектов Российской Федерации, получение бесплатной помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках действующего законодательства об обязательном медицинском страховании. Вопросы проведения 85-летнего юбилея народного писателя Абхазии Алексея Гогуа рассматривались на рабочем совещании, которое провел премьер-министр Беслан Барцец с членами Государственной комиссии. Торжественное мероприятие пройдет 30 марта в здании Абхазского государственного драматического театра. На совещании были обсуждены организационные вопросы, озвучены предложения о необходимости издания произведений писателя на русском языке и проведения конференции, посвященной изучению творчества писателя с привлечением местных и зарубежных деятелей культуры и науки. В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия на сегодняшний день зарегистрировано 85 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и 8 кандидатов в депутаты выдвинуты политической партией «Айнар». По количеству по-прежнему пальма первенства принадлежит Сухумскому избирательному округу номер 4, в котором зарегистрировано 6 инициативных групп. В Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Даура Кови с региональным представителем УВКБ ООН на Южном Кавказе Йоханнесом ван дер Клау. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Республики. Открывая встречу, Даур Кови дал положительную оценку проектам, которые УВКБ осуществляет в Абхазии. Йоханнес ван дер Клау рассказал о некоторых достижениях, которые были достигнуты организацией в течение последних нескольких месяцев. Он также ознакомил министра с проектами, которые УВКБ планирует реализовать в 2017 году в Абхазии. В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно других вопросов, представляющих взаимный интерес. Неприятный инцидент произошел накануне вечером в Сухуме. Пьяный пассажир устроил дебош в троллейбусе и нанес травму водителю. 25-летний житель Сухума задержан и водворен в изолятор временного содержания УВД столицы. Сотрудники троллейбусного хозяйства говорят, что это не единичный факт и просят защитить их от правонарушителей. Все подробности у Симы Аргун. Инцидент произошел в троллейбусе 2-го маршрута, следовавшего из поселка Тхубон в сторону центрального рынка. Во вторник к 7 часам вечера на пересечении улиц Абазинская и Ардзенба пьяный пассажир, подойдя к водителю троллейбуса, неизвестно чем разгневанный, обрушил на него поток нецензурной брани. Решив, что этого мало, нанес ему еще и удар по голове. Он сидел сзади, уснул. Когда я тронулся, он начал нецензурной речью в мой адрес. И просил остановиться. Я ему на что ответил, я говорю, сейчас проеду перекресток и остановлюсь. Вы так, как вы сейчас стоите, он тоже стоял. А я в зеркало смотрел, там один момент надо смотреть обязательно. И в этот момент он меня ударил. И троллейбус на ходу, я вышел, троллейбус катился. С ним вцепился вот здесь в кабине. На громко возмущавшихся пассажиров он никак не реагировал. Только совместными усилиями удалось вытолкнуть дебошира из троллейбуса. Но тот сдаваться не собирался и ударом булыжника разбил лобовое стекло транспортного средства. Вот. И вот сюда вот уже второй удар в камень. То есть он успел еще 2 раза кинуть, получается? Да. До приезда сотрудников милиции пассажиры троллейбуса сумели задержать молодого человека, как выяснилось позже, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент 25-летний житель города Сухум Аслан Джопов водворен в изолятор временного содержания. Выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия был задержан гражданин Джопова Аслан Родикович, 1992 года рождения.
Последний был доставлен в республиканский наркологический диспансер, где был установлен факт нахождения последнего в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту в УВД по городу Сухум собран соответствующий материал и решается вопрос о меры пресечения в отношении последнего. Материал переслан в отдел дознания. Сегодня в троллейбусном управлении работают 22 водителя. Средняя заработная плата составляет порядка 8-9 тысяч рублей. В лучшем случае доходит до 10. Но тогда нужно работать до самого позднего вечера. Вартан Аксузян крутит баранку уже больше 30 лет. Его маршрут – старый поселок, центральный рынок. ЧП в общественном транспорте в основном бывают в вечернее время суток, говорит он. А скажите, пожалуйста, вот вечером не опасно ездить? Там бывают какие-то неадекватные пассажиры и так далее? Бывает, попадают, и часто попадают. И пьяные попадают, которые сами не знают, куда едут и что хотят. И пытаются разговаривать с водителем, в кабину садятся. Отвлекают, бывает такое. Директор Сухумского троллейбусного управления Юрий Барганджа не знает, как обезопасить своих сотрудников и пассажиров от хулиганов. Он убежден, что только неотвратимость наказания за совершенные правонарушения поможет остановить подобного рода дебоширов, которые создают угрозу безопасности пассажиров. Представьте себе водитель, который с 6 часов утра до 9, работая на троллейбусе, категории людей очень разные, с каждым надо общий язык находить, уставший. И потом в ответ к нему обращаются с такими словами, потом еще рукоприкладством. Я считаю, что это надо принять меры по отношению, может, и мы делаем то, что мы можем, а я считаю, что это правоохранительные органы должны немножко ужесточить. В настоящее время в УВД по городу Сухум практикуется проезд в общественном транспорте оперативных сотрудников в штатском, которые выявляют нарушения и пресекают правонарушения и возможные попытки совершения краж личного имущества. Такая практика существует. А на охране общественного порядка ежедневно в городе Сухум работают экипажи ППСМ и экипажи ГАИ. На сегодняшний день троллейбус – один из самых дешевых видов общественного транспорта в столице. Именно поэтому он так востребован у населения. И утром, и днем, и поздним вечером в этом транспорте всегда есть пассажиры. И для своей же безопасности они не должны создавать дополнительные проблемы водителям, не давая им возможности выполнять свои обязанности. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. 27 января в Сухуме пройдет 3-й международный круглый стол «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения и развития языков и историко-культурное наследие» в рамках соответствующей программы развития, рассчитанной на 10 лет. Спонсор проекта – известный меценат Муса Экзеков. 2 года назад Международное объединение содействия развитию абазина абхазского этноса Лашара во главе с Мусой Экзековым и Академия наук Абхазии во главе с Зурабом Джапуа договорились о совместных действиях по консолидации всех созидательных сил научного сообщества для сохранения и развития языка и культуры народа Абаза. В марте 2015 года в Карачаево-Черкесской республике Российской Федерации был проведен первый международный круглый стол, в котором приняли участие ведущие ученые, государственные и общественные деятели. Тогда в Черкесске были сформулированы главные направления будущей программы развития языка и культуры, а также утвержден Координационный совет по реализации программы. Ученые взяли полгода на разработку конкретных проектов. В октябре 2015 года гостеприимный Сухум принял 2-й международный круглый стол «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения и развития языков и историко-культурное наследие». В Абхазию приехали видные ученые из России, представители народа, проживающие в Турецкой республике, руководители общественных организаций, деятели культуры. Совместно с учеными Академии наук Абхазии в течение 2 дней была разработана и утверждена программа «Абазины и абхазы. Сохранение и развитие языков, полевые исследования и архивные материалы» на 2016-2026 годы. В 2016 году ученые России и Абхазии участвовали в реализации проектов программы. Организовывали этнографические экспедиции, в которых детально изучали народные игры абхазов. В отдаленных селах Карачаево-Черкесии и Абхазии собирали уникальный материал по абазинской и абхазской народной игрушке, проводили олимпиады по языку среди школьников, разрабатывали методические пособия и учебники
учебные комплексы, организовывали научно-практические конференции, тоболовские чтения и клычевские чтения, исследовали уникальные материалы в государственных архивах Москвы и Санкт-Петербурга. И вот настало время поделиться увиденным, услышанным и созданным. Для этого 27 января 2017 года в Сухуме организован 3-й международный круглый стол с участием видных ученых, представителей органов власти Абхазии, Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации. Участники подведут предварительные итоги проделанной работы по десятилетней программе в 2016 году и утвердят сводный план на 2017 год. Каждый год Министерство по курортам и туризму Республики Абхазия проводит аттестации экскурсоводов и инструкторов по горно-пешеходному туризму. В этом году этот проект претерпел некоторые изменения. Было решено провести аттестацию и гидов-переводчиков, так как поток иностранных туристов, посещающих Абхазию, с каждым годом становится все больше. Растет и количество экскурсоводов, работающих без наличия документов, подтверждающих их квалификацию, что по законодательству Республики Абхазия недопустимо. Именно поэтому было принято решение о проведении аттестации. Экскурсоводов и инструкторов по горному по пешеходному туризму необходимо усилить в связи с тем, что на туристический рынок начали выходить экскурсоводы и аттестованные и неаттестованные экскурсоводы, которые оказывают экскурсионные услуги. А по законодательству Республики Абхазия, в соответствии с законом о туристской деятельности, экскурсоводом может выступать только профессионально подготовленное физическое лицо, владеющими знаниями и навыками, экскурсионными программами, а также аттестованные в уполномоченном органе в сфере курортов и туризма. Сегодня уполномоченным органом в сфере курортов и туризма выступает Министерство по курорту и туризму. Также экскурсоводами, в качестве экскурсоводов на территории Республики Абхазия могут выступать только граждане Республики Абхазия. В соответствии с законом мы обратились в Министерство образования для того, чтобы определить учебные центры, где можно сегодня готовить на территории Республики Абхазия экскурсоводов. Со стороны Министерства образования и науки было предложено 3 учебных центра. Это Гагаринский колледж имени Кихирипа, Сухумский государственный колледж, также Абхазский государственный университет. На базе этих учебных центров сегодня организованы курсы по подготовке экскурсоводов и инструкторов по горно-пешеходному туризму. Те лица, которые пройдут эти курсы, по окончании курсов им выдадут свидетельство о прохождении курсов. После они обязаны, если хотят выступать в качестве экскурсоводов и оказывать экскурсионные услуги, подать заявки для дальнейшего прохождения аттестации. Эти заявки будут приниматься Министерством по курортам и туризму. После подачи более 10 заявок будут созданы соответствующие комиссии. В состав комиссии войдут со стороны общественной палаты, средства массовой информации, также представители туристских предприятий и представители Министерства по курорту и туризму. В Абхазском государственном издательстве вышла книга доктора экономических наук профессора Валерия Андреевича Кварча «Экономика и организация сельскохозяйственного производства». Посвящена она теоретическим и практическим основам аграрной экономики Абхазии. Учебное пособие будет полезно студентам, аспирантам, специалистам, фермерам и преподавателям. Главный тренер национальной сборной по футболу Джума Кварацхели единогласным решением на внеочередной отчетно-выборной конференции ФФА был избран президентом Федерации футбола Абхазии. Прежний руководитель Федерации Руслан Адиджел покинул пост по собственному желанию. В связи с избранием нового президента в ближайшее время должно состояться заседание Совета ФФА, где новый президент Федерации предложит членам Совета 1 либо 2 кандидатуры на должность вице-президентов Федерации. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии будет облачно, ливневый дождь со снегом, местами снег, температура воздуха ночью плюс 4,6, днем плюс 0, плюс 2 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Потому что там у меня было ночью плюс 4,6, днем 0 плюс 2.